здесь живут мои одноклассники. Бори ҳам дар чемпионати мамлакат муваффақ нашудааст. Невозможно, образно говоря, на одних своих воспитанников что-то выиграть. Сабаби аз ин даста рафтани шумо дар чӣ буд? Руководство заводит свой тренерский штаб. Баъди рафтан аз ин даста пешниҳодҳо буданд? Когда мы вышли с ФНЛ в премьер-лигу, у меня был вариант в Китай. Дар робита ба кадом мавзӯъ буд? Потому что во всей Сагдийской области нет ни одного искусственного поля нормально. Шумо он бозигароне ки мехостед дар ин даста набуданд? Я знал, на какие риски я иду. Я здесь родился, вот, как бы здесь мне все знакомо, вот, здесь я знаю менталитет людей знаю, вот, здесь живут мои одноклассники, которые как бы учились со мной в одном классе, вот, здесь живут мои знакомые, то есть как бы я возвращался, ну, не просто так там в Худжан, да, я как бы вернулся домой, вот, я здесь общаюсь со своими друзьями, мы встречаемся постоянно на связи, общаемся, вот, поэтому Худжант не просто так, что я вот вернулся и все, вот выбрал Худжант. Просто мне захотелось пообщаться с близкими людьми, быть рядом с ними здесь. Вот, и ну, есть такая возможность вернуться и работать еще в команде, поэтому я принял такое решение. Виталий Григорьевич, шумо вақтҳои охир дар Крилля Советов фаъолият мекардед ва сабаби аз ин даста рафтани шумо дар чӣ буд? Ну, причина банальная, сменилось руководство, вот, я имею в виду команды руководства, зашли новые люди, вот, но эти люди, как вы видите, поработали год и их убрали. Это такой в России немалоизвестный спортивный директор Шикунов, вот, который пришел, наобещал большие условия, наобещал, что будет решать большие задачи в Самаре. Вот. По итогу выяснилось, что команда боролась за выживание, и команда попала в переходные игры. Вот. И благодаря победе на выезде в Нижнем Новгороде вот, смогла сохранить прописку в премьер-лиге. Поэтому, естественно, где меняется руководство заводит свой тренерский штаб, которому оно доверяет, с которым оно готово решать те или иные задачи, которые стоят перед клубом. Поэтому такая ситуация произошла, вот, зашли новые люди, как бы ситуация была сложная в каком плане, что команда вышла из ФНЛ в премьер-лигу, вот, главный тренер Андрей Тихонов, общавшись с губернатором, пообщавшись с руководством клуба, поставил определенные трансферные цели, вот, рассказал, какие позиции надо усилить, какими футболистами надо усилить. К сожалению, его просьба не была выполнена. Футболисты на сборы, когда мы готовились к сезону, не попали. Ну, их практически не было. Мы готовились с теми футболистами, которые были в ФНЛ. Вот. Начали чемпионат довольно-таки удачно. Начали чемпионат вот, с ничьей в ЦСКА, домашней ничьей. Вот. Те футболисты, которые у нас были в ФНЛ, они выдерживали этот ритм и уровень премьер-лиги. Вот. Ну, потом, как всегда, банально не звучит, начали заводиться новые футболисты, новые люди. Естественно, они не были готовы физически, вот, потому что они, кто там 3 месяца отдыхал, кто полгода не играл. Естественно, дисбаланс пошел в физическом состоянии, начали людей готовить, а тут плюс игры чемпионата, вот, естественно, результат начал страдать. И сославшись на те причины, что как бы команда плохо выступает, хотя команда шла там на 11-12 месте, то есть не было в зоне вылета, вот, руководство приняло решение отправить тренерский штаб в отставку. Вот и все, тренерский штаб весь ушел. Хуб, баъди рафтан аз ин даста пешниҳодҳо буданд аз дигар дастҳое ки дар чемпионати Русия фаъолият мекунанд ва дар премьер-лига, дар лигаи миллии футболи ин мамлакат бозӣ менамоянд? Ну, российские не было российских вариантов. Вот. Еще работая в Крылья Советов, когда мы вышли с ФНЛ в премьер-лигу, у меня был вариант в Китай. Вот. Я ездил даже в команду. Это команда Урумчи, которая выступает в первой лиге, китайской первой лиге. Вот. Я провел с ними, ну, как сказать, мини-сбор, вот, потренировал их, посмотрел. Руководство хотело подписать со мной контракт. Вот. Но некоторые
условия, которые предлагало руководство, а в частности оставить весь тренерский штаб во главе с главным тренером этой команды, то есть меня такие условия не устраивали. Поэтому вот эти нюансы сыграли свою роль, и я не остался в Китае. Я развернулся и уехал в Самару. вақте шумо хуҷанро ба ӯҳда гирифтед, аллакай як суҳбат, як мусоҳиба бо роҳбарияти вилояти суғд анҷом додед. Хуб, ин суҳбатҳо дар робита ба кадом мавзӯъ буд? Масалан, сохтмони майдонҳо ё пешрафти дастаи хуҷанд? Ну, очень много как бы поднималось вопросов. Спасибо руководителю области. Вот, он как бы принял, он вникает в суть, вникает в проблемы команды, которые есть. Вот, естественно, я поднимал вопрос по инфраструктуре, потому что во всей Сагдийской области нет ни одного искусственного поля нормально. Это большая проблема. Но, естественно, губернатор мне задал такой вопрос, а зачем как бы, здесь искусственное поле, потому что здесь климат позволяет играть на траве. Вот, то есть я объяснил ему, потому что есть зимний-осенний период и весенний, да, когда пойдут дожди, когда будет холодно, то есть практически ни детям, ни команде мастеров негде работать, негде тренироваться. Поэтому вот этот вот зимний-осенний период выпадает как у детей, так и у команды, у профессиональной команды. Потому что я знаю, я сталкивался с этими проблемами, я разговаривал здесь с футбольными людьми, с директором ДЮСШ, с тренерами, и все жалуются, то, что у них нет ни одного нормального, стандартного искусственного поля. Вот, поэтому как бы губернатор пошел навстречу, пообещал, что по мере своих возможностей и по мере сил он постарается построить в Худжанде поле с искусственным покрытием. вақте шумо дастаи хуҷанро ба дӯш гирифтед, аллакай ҳайати даста муайян буд. Хуб, ин чиз барои шумо мушкил набуд, зеро шумо он бозингароне ки мехостед дар ин даста набуданд? Ну, опять же, понимаете, я знал, куда я шел. То есть я знал, на какие риски я иду, образно говоря, да. То есть я приехал, на следующий день игра. Команду ты не готовишь, ты, как бы, там, да, знаешь каких-то футболистов, да, знаешь их возможности, но в целом ты, не представляешь, в каком физическом состоянии находится команда, в каком психологическом состоянии. Я понимал, что команда там после проигрыша в чемпионате находится, в подавленном состоянии, потому что проигрывать всегда неприятно. Вот. Ну, мой приход как-то ребят встряхнул, вот, опять же, какие-то эмоции новые, да, влились, вот, они вышли, как бы достойно отыграли. То есть я понимал риски, да, образно говоря, уступим мы эту игру, и началось бы вот там то, это. Ну, это естественный процесс, то есть ты тренер, ты как бы рискуешь, как говорят у нас пословицы, да, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому я рискнул, я пришел, я не боюсь работать, я знаю, как работать, поэтому риск оправдан. ягон нақша доред дар мавриди хариди бозингарон, махсусан футболбозоне ки шумо дар мавриди онҳо медонед ва дар дигар дастаҳои Тоҷикистон фаъолият мекунанд? Ну, план приобретения, это как бы очень так громко звучит, потому что мы никого не приобретаем, у нас нет возможности на покупку футболистов. По поводу приглашения, да, мы как бы сейчас смотрим, анализируем, кого нам надо взять, как бы есть предварительные какие-то разговоры с футболистами. Но опять же, то есть, что мы хотим, да, какие задачи мы хотим решать, то есть вот в чем основной вопрос. То есть мы хотим там бороться за чемпионство, да, то есть, хорошо, хотим. Опять же, берем футболистов с другой какой-то команды, да, то есть другой тренировочный процесс, другое состояние, да, то есть все равно надо время, чтобы футболисты друг к другу притерлись, футболисты наиграли какие-то схемы, да, на футбольном поле. Поэтому это все равно время, то есть команда, я же говорю, когда команда вот готовится, она билась, да, то есть там полгода, год, они тренируются, они притерлись, они прошли хорошие качественные сборы зимой, да, то есть и тогда уже команда готова к чемпионату, и она стартует, она играет. Вот возьмите пример НАСА и Истекол, да. Истекол прошел, там сколько сборов они собрались, по-моему, еще до Нового года, да, там или 5, или 6 сборов. Был предпоследний сбор у них в Турции, да, хороший сбор провели в Турции с хорошим спарринг-партнером. Приехали, провели сбор здесь, в Каракуме, да, и плюс выезжали с хорошими командами, играли в Узбекистане, да. То есть смотрите, команда сколько времени готовилась, да, сколько времени как бы они
наигрывали состав, и, естественно, им сейчас как бы у них уже наиграны все связи, им сейчас более легче ставить и решать какие-то конкретные задачи, да. Мы как бы пытаемся это все делать, но времени, к сожалению, у нас очень мало, да. Поэтому у нас и возникают проблемы. Почему? Потому что, как я уже говорил, когда я пришел, ребята где-то в эмоциональном плане, да, вытянули эти пару игр, а потом пошла работа, пошел спад. Это естественный процесс, потому что пошла другая нагрузка, другая направленность нагрузки, пошла другая работа, и, естественно, ребятам нужна адаптация к этой работе. Вот. Ну, сейчас, я думаю, они адаптировались уже, вот, плюс уже как бы понимают то, что от них требует, то, что им надо делать на футбольном поле. Я думаю, что нам не надо опускать руки, работать в этом же направлении, и рост, и результат придет однозначно. Виталий Григорьевич, чӣ мушкилӣ аст ки дастаи Хуҷанд наметавонад аввалин маротиба унвони чемпиониро ба даст оварад, зеро даста бори ҳам дар чемпионати мамлакат муваффақ нашудааст? Ну, здесь очень много факторов чемпионства, да, то есть очень много факторов. Это очень большая работа должна быть менеджмента в первую очередь, очень большая работа должна тренерского штаба, вот, очень большая работа должна селекционного штаба быть, потому что ну, невозможно, образно говоря, на одних своих воспитанников что-то выиграть, да. Естественно, нужны квалифицированные футболисты. Если нужны квалифицированные футболисты, это тянет за собой финансы, то есть квалифицированный футболист не приедет на какие-то минимальные условия, да, если он профессиональный футболист, он приедет зарабатывать сюда, да, поэтому надо создавать условия. Естественно, это одна сторона медали. Другая сторона медали — это инфраструктура, то есть если футболистов приглашают, должна быть база, должно быть питание, должно быть проживание, да, то есть все условия должны создаваться. На сегодняшний день этого тоже нет, то есть это одна сторона медали. Вторая сторона медали — чтобы создать коллектив, но его невозможно создать там за месяц, за два, да, только коллектив можно там создать один сезон, да, ты создаешь коллектив, второй сезон ты его обкатываешь, и третий сезон ты добиваешься результатов. Это одна задача, да, которую можно ставить. Есть другой путь, да, огромные деньги вливаются, да, берется квалифицированные футболисты, им, которых не надо, как бы, образно говоря, обучать, тренировать их надо, но обучать их не надо, да, ты их подготовил, они вышли, они играют, они знают, за что играют, они получают большие деньги, да, то есть это другая сторона медали. Есть разные пути, да, есть третий путь, вот как, образно говоря, в Узбекистане это Академия Насафа, да, были квалифицированные футболисты, команда шла вверху, команда боролась за медали, да, закончились финансы, влилась молодежь с академии, да, рисунок не поменялся, игра не поменялась, да, молодые футболисты, может быть, нету такого результата, но команда, она на плаву, за счет своих воспитанников она играет, она конкурентоспособна там в чемпионате в своем. Поэтому есть очень много путей развития, вот, и это, опять же говорю, от руководства зависит, какой путь развития выбрать, быстрый, медленный, да, или средний путь, поэтому все зависит от них. А есть, еще раз говорю, тренер, перед которым ставят задачи. Естественно, тренер ставит задачи перед руководством клуба, что надо делать, вот это, вот это, вот это, вот это. Если какие-то моменты выпадают, то, естественно, будет страдать результат. В футболе нет мелочей, что, образно говоря, что-то там не делается, что-то не выполняется, а результат идет. Такого нет. То есть все должно быть объединено в достижении одной цели — чемпионства. Тогда это чемпионство будет. А если один тянет влево, другой тянет вправо, третьего, четвертого нет, а тренер, образно говоря, что-то хочет, ну, то есть это очень тяжело достичь результата. Поэтому мы как бы только в начале этого пути, насколько как бы хватит нашего запала, да, хватит нашего энтузиазма, вот, ну, это покажет время. тарафи пурқувватии дастаи Истиқлолро шумо дар чӣ мебинед? Зеро Истиқлол ягона ҳадафи дастаи Хуҷанд дар чемпионати мамлакат барои ба даст овардани ҷоизаҳо маҳсуб меёбад. Ну, Истикол сформировавшаяся команда, да, у них есть костяк футболистов, которые играют уже не один год вместе. Вот, это одна сильная сторона. Вторая сторона, у них в этом году очень качественное усиление. То есть футболисты пришли очень качественные. Это и Джалилов Искандер, это и второй Джалилов пришел, Алишер, да, это и Корян нападающий пришел, это и в середину Сакич пришел очень квалифицированный футболист. Вот. Поэтому в этом отношении Истикол очень берет качественных футболистов.
Это одна сильная сторона. Вторая сторона, я уже сказал, что у них есть костяк футболистов, который определяет игру Истекола. Вот. И третья сторона, это у Истекола есть уже за столько лет сложился дух победителя. То есть они уже психологически выходят и уверены, что они выиграют. Поэтому с этим нам приходится бороться. Я постоянно своим футболистам говорю, что они не хуже, что это такие же футболисты выходят на то же футбольное поле, то, что на какое и вы выходите. Поэтому у вас равные шансы. Все дело в психологии. Вот у кого психология сильнее, тот и будет побеждать. Поэтому я стараюсь привить Худжанду психологию победителя, чтобы они выходили, не боялись, а выходили, играли в футбол и добивались результатов. бештари бозингарони Истиқлол узви тими мунтахаби Тоҷикистон ҳастанд, вале аз дастаи Хуҷанд бозингарон кам ба тими мунтахаб даъват мешаванд. Чаро? Ну, вопрос, конечно, интересный. Почему? Потому что я сразу могу сказать, да, это квалификация футболиста, то есть его качество. Поэтому, значит, у нас недостаточно таких футболистов с высокими качествами и с высокими требованиями, которые предъявляет, образно говоря, главный тренер национальной сборной. Вот. У Истекола их больше. Поэтому есть нам над чем работать и куда стремиться. Будем работать. Вот. Я надеюсь, что наши молодые футболисты будут от этой работы только прогрессировать и прибавлять, и стучаться в национальные и молодежные сборные. Вот. Ну, еще раз говорю, это футболистов выбирает главный тренер, вот, потому что он отвечает за результат, вот, и ему виднее, кто подходит под его тактические какие-то схемы, вот, кто подходит по человеческим качествам к нему. Поэтому он кого считает нужным, того берет. Вот. шумо суҳбат доштед бо Усмон Тошев, сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон, доир ба ҳунарнамоии бозингароне ки онҳоро шумо тамрин медиҳед? Нет, у меня не было никаких разговоров. Ну, а зачем разговоры? Усмон Тошев главный тренер. Ну, Усмон Тошев был по-моему, на 3-4 игры, он смотрел наши игры, смотрел наших футболистов. Вот, я думаю, что он как главный тренер, он делает выводы, еще раз говорю, кого брать, кого не брать. У меня лично с ним не было никаких разговоров, но я считаю, что и не должны разговоры быть. Он главный тренер, он принимает решения, у него есть сформировавшийся свой тренерский штаб, он с ними общается, с ними советуется. Вот. Я лично с ним не разговаривал. Кто с другими тренерами, может, был какой-то разговор. Поэтому это нормальная ситуация. ташаккур Виталий Григорьевич барои як суҳбати бисёр ҳам самимӣ. бовар дорем ки дастаи Хуҷанд дар бозиҳои оянда ҳатман муваффақ мешавад.